Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расули Мухаммаду аля алихи ва асхаби аджмаин. Уважаемые наши имамы, алимы, дорогие мои братья, уважаемые сестры, любимые детишки, всех вас приветствую, самым лучшим приветствуем в мире. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мира, согласия, благополучия всем вам, вашим родным, вашим близким, да простит Всевышний Аллах грехи наших умерших, и да наставит Он всех нас на путь истины, и дай Аллах, чтобы мы с вами всегда собирались только по случаю вот таких радостных, баракатных мероприятиях, на мероприятиях, в которых мы с вами имеем возможность слушать и читать аяты Священного Корана. Восхвалят нашего славного и любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Имеем возможность видеть и слышать наставления наших ученых богословов. Сегодняшний наш вечер, вечер дуа. Сегодня мы будем слушать наставления наших имамов, алимов, и в конце все вместе сделаем дуа за всех братьев и сестер, за всех тех, кому тяжело, кто болеет, у кого переживания, заботы и так далее. Обязательно вспомним наших ребят, которые в СВО защищают интересы нашей страны. За всех вместе сделаем дуа, иншаллах рахман. Дай Аллах, чтобы этот маджлис стал особенным, баракатным, приносящим пользу для каждого из нас в этом мире и мире вечном, иншаллах. Мы, как организаторы, постараемся сделать все возможное для этого. От вас всего лишь требуется, чтобы вы улыбались и хорошенько аплодировали всем тем людям, которые будут выступать на сцене. И не забывайте самое главное. Сегодняшний наш вечер, любое собрание, мы с вами, братья и сестры, мусульмане, мы понимаем, что каждый наш выход из своих домов, мы должны все больше и больше узнавать о нашей религии, о нравственных качествах нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня в таком формате, можно сказать, впервые в вашем селе проводится вечер. Я очень надеюсь, что каждый из вас, вы извлечете для себя максимум пользы и положительных эмоций, иншаллах рахман. Давайте сейчас оставим все то, что нас с вами отвлекает, оставим телефоны, искренне обратимся ко Всевышнему Аллаху всем сердцем, очистим свои сердца, свои намерения, и мы намереваемся ради довольства Всевышнего Аллаха сегодня под открытым небом восхвалять нашего любимого пророка, алейхиссалату вассалям, восхвалять Всевышнего Аллаха и слушать ценные советы и наставления наших имамов, алимов, иншаллах рахман. И начнем с чтения аятов Священного Корана. После будем восхвалять нашего пророка, мир ему и благословение, иншаллах рахман. Для чтения Корана и исполнения первого мавлида я хочу пригласить сюда на сцену сегодняшнего нашего гостя Мухаммада, который является чтецом Священного Корана и прекрасным исполнителем мавлидов и нашидов. Он также является имамом села Туршунай нашего района. Давайте поприветствуем Мухаммада, пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على المختار من مضارين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا، وجاهدوا معه في الله واجتهدوا، وهجروا وله آووا وقد نصروا، وبينوا الفرض والمسنون واعتصبوا لله واعتصموا بالله وانتصروا. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها، يعطر الكون رايا نشرها العطير، مفتوقات بعبير المسك زاكيات، من طيبها أرجو رضواني ينتشر، عد الحصى والثرى والرمل يتبعها، نجم السماء ونبت الأرض والمدار، وعد ما حواتي الأشجار من ورق، وكل حرف غدا يتلى ويستطر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد وزن مثاقيل الجبال كذا، يليه قطر جميع الماء والمطر، والطير والوحش والأسماك مع نعامين، يتلوهم الجن والأملاك والبشر، والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا، والشعر والصوف والأرياش والوبر، وما أحاط به العلم المحيط، وما جرى به القلم
المأمون والقدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Машаллах, баракаллах. Вы знаете, дорогие мои братья, дорогие сестры, когда вы вот так аплодируете, настолько настроение поднимается. Но вот так же давайте дружно будем восхвалять пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тоже вместе с исполнителями. Сегодняшний этот вечер, вот праздничный вечер, вот когда мы говорим праздничный вечер, я не знаю, обычно, когда приходят наши имамы, алимы, почему все вот так сидят? Я говорю, что может быть лучше, чем вот такой вечер? Когда приехали к нам в наше село, алимы, наследники пророков, вот же они сидят. Они сегодня нам будут давать ценные советы, наставления, указывать нам путь, следуя которому мы сможем жить счастливой жизнью в этом мире и мире вечном, иншаллаху рахман. Но сегодня вот самый настоящий праздник, какой только может быть сегодня в вашем селе. Давайте еще громче поаплодируем. И прежде чем предоставить слово нашему первому выступающему, давайте мы сделаем такую традицию. Я буду читать, вы будете за мной повторять громко, четко. Здесь вокруг, рядом с нами, от Львовского у вас нумерация почему-то сбиваются, я не знаю, по порядку не идут. Чтобы соседние все услышали, громко будем читать салават иншаллах рахман. Договорились? Сейчас азан послушаем, после продолжим иншаллах. Ангелы восхваляют пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и вы, уверовавшие, восхваляйте моего любимца, посланника Всевышнего, мир ему и благословение, говорит Всевышний Аллах, обращаясь к нам. И исполнители, они своими прекрасными голосами восхваляют пророка, алейхиссаляту вассалям. Мы их внимательно слушаем. Давайте мы тоже все вместе будем восхвалять пророка, мир ему и благословение, иншаллах. 3-4. Ас-салату. Еще громче давайте с настроением от души. Еще раз попробуем. Ас-салату. Вассаламу. Алейка. Я наби Аллах. Машаллах, баракаллах огромное. Вот так между делом будем все вместе красиво восхвалять пророка, алейхиссалату вассалям, иншаллах рахман. У меня в самом начале огромная просьба ко всем выступающим, все те, которые будут подниматься сюда на сцену, давайте соблюдать регламент 2+2, лакцам делаем скидки, можно еще 5 минут сверху, но все остальные очень просим, чтобы соблюдали регламент, у нас много выступающих. А всех остальных еще раз призываю, чтобы вы настроились на очень такой насыщенный, плодотворный маджлис, где каждый из нас мы получим максимум положительных эмоций и правильной информации, иншаллах рахман. В первую очередь приглашаем сюда на сцену наш уважаемый Хабиб Хаджи, имам села Гиметюбе. Давайте поприветствуем, поаплодируем. Хабиб, мы очень рады, что вместе с нами сегодня здесь. Пожалуйста, вам слово. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи, вассалату вассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые алимы, имамы, дорогие братья, уважаемые сестры, поздравляю вас всех с этим вечером дуа, маджлис. Пусть Всевышний Аллах примет от нас и от вас, и будет доволен нами всеми за каждый шаг, чтобы Аллах нам простил грехи и записал тысячекратные блага. Хочу небольшое напоминание делать о достоинстве знаний. Дорогие братья, уважаемые сестры, знания в исламе ценятся очень высоко. Религия ислам уделяет очень большое значение, внимание знанию и получению знаний. Ведь Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, халь ястави алладина я'ламуна валладина ла я'ламун». Смысл аята: разве равнятся те, которые знают и не знают? По сути, этот аят и вопрос, и утверждение. Аллах у нас спрашивает: как вы думаете, как вы считаете, разве тот, который обладает знаниями и который ничего не знает, они могут быть одинаковыми? Нет, не могут. И религия, и Всевышний Аллах в этом аяте указывает на важность знаний.
И сегодня этот маджлис также маджлис знаний. И сюда вы пришли, мы все пришли, чтобы получать знания, полезные знания. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе: «Ман саляка тарикан ялтамису фихи ильма, сахаля Аллаху лаху тарикан иля аль-джанна». Что значит, кто выйдет в путь, чтобы получать знания, тому Аллах облегчает путь в рай. И наша цель, наше намерение сюда приехать у всех однозначно это получение знаний. Послушать, услышать аяты Корана, хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, узнать для себя важные знания из религии. Для того, чтобы знать, что знание в религии, она ценная, хочу привести из жизни пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, случай. Мы все знаем, еще в начале ислама, еще когда государство исламское, во время пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, оно еще, как говорится, как младенец на коленях, когда до сих пор было это государство. Мы знаем, все нуждается в финансах, правда ведь? И государство пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, в начале, когда она только образовывалась, она также нуждалась в этом. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уделял ли на это значение? Нет. Он уделял значение не на финансы, а на знания. Мы знаем, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и мусульмане с успехом, с помощью Аллаха победили в битве при Бадр, они множество пленных забрали с собой из язычников, и следовало бы, как принято, у них взять выкуп за своих пленных. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, чтобы родственник, тот, который хочет забрать своего пленного, чтобы они обучили одного мусульманина писать и читать. Из этого также мы понимаем, что религия ислам уделяет очень большое внимание знаниям. Хочется напомнить себе и вам, братья мои и сестры, чтобы мы не пренебрегали знаниями, особенно знаниями о религии. Сегодня век информации, очень много информации нужного и ненужного. И порой мы не можем различить, что правильно и что неправильно. А для того, чтобы различить, что правильно и неправильно, есть у нас алима, имама. И мы не должны брать знания с интернета. Хочу это особо отметить. Ведь говорится в религии, что нельзя брать знания у кого попало. Религия берется из уст алимов, ученых. Эта религия, ислам, до нас дошло из уст в уста от ученых, от самого пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, до нас. И эту религию нельзя, и нам надо смотреть, у кого и где мы берем знания. Сегодня такая мода пошла, чем спросить у алима, имама, предпочитает, особенно молодые, где в интернете поискать в поисковике. А мы знаем, что в интернете очень тяжело найти то, что на самом деле истинное. Там бывает столько всего, которое может человека заблудить. И мы не можем различить, что правильно и что неправильно. Дорогие братья и сестры, пусть Всевышний Аллах нам поможет. Как было сказано ранее, мы постараемся соблюдать регламент. И дай Аллах, чтобы мы часто посещали такие маджлисы, вечера знаний, вечера дуа. Пусть Всевышний Аллах избавит всех мусульман от тяжелых испытаний. Пусть Аллах простит всем усопшим. Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем благодать и простит нам грехи. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري ذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل منه عصيان ونسيان
وسهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد إعطاء الجزيل. قال يا ربي ذنوبي مثل رملي لا يعد فاعف عني كل ذنب واصفح الصفح الجميل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمال سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل. عافني من كل داء واقضي عني حاجاتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل. قل لي ناري يا أبرودي يا ربي في حقك ما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل. أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل. ربي هب لي كنز فضل أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل. هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذا أنت قاضي والمنادي جبرائيل. أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق عاصي تب إلى المولى الجليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Машаллах, баракаллах Мухаммад. Дорогие мои братья, дорогие сестры, сегодня каждый из нас, мы прекрасно знаем, понимаем, что подобные вечера, подобные мероприятия, хоть и организовываются духовенством наших сел, нашего района, эти мероприятия играют огромную роль в плане патриотического воспитания подрастающего поколения. И это очень важная работа, которая проводится муфтиятом Республики Дагестан во всех селах, во всех городах и районах, везде. И очень отрадно, приятно, что эти мероприятия проводятся не в мечети и не во дворе мечети, а во дворе в школ. И это работа, которая поставила муфтият Республики Дагестан совместно с правительством нашей республики, с представителями органов власти везде. Какие бы мероприятия ни проводились, мы с вами видим, что все эти мероприятия, везде за одним столом вместе сидят представители духовенства и органов власти. Вот так вместе, сообща, когда работают, двигаются, и мы с вами видим эти результаты, плоды. Это все играет огромную роль для сплачивания наших сел, жителей наших сел,
жителей нашей республики, несмотря на национальность, несмотря даже на вероисповедание, мы все вместе двигаемся во благо нашей малой Родины и нашей страны в целом, иншаллах рахман. И несмотря на наше количество, несмотря на то, где мы сегодня находимся, это мероприятие тоже играет огромную роль, чтобы мы вот так вместе развивались, двигались во благо нашего села, во благо наших детишек и нашей страны в целом, иншаллах рахман. Я хотел бы с огромным удовольствием, с радостью предоставить слово. Сегодня я вот на самом деле, дорогие мои братья, дорогие сестры, мне очень приятно, здесь очень много людей, представителей и духовенства не только вот нашего района. К вам сюда приехали ваши имамы, ваши алимы. Я почему говорю ваши алимы? Это алимы, которые прославляют нашу республику далеко за ее пределами. И они представители лакского народа. Альхамдулиллах, они, оставив все дела, приехали сюда поддержать вас. Мы обязательно всем предоставим слово, но сейчас хотелось бы наш уважаемый Назим Баширович, председатель нашего села, попросить, чтобы также в первую очередь поднялся сюда на сцену, чтобы он также обратился ко всем гостям, ко всем братьям и сестрам, которые сегодня здесь. Пожалуйста, вам слово. Давайте поприветствуем. Назим Баширович, вам слово. Хочется сказать спасибо организаторам, в первую очередь, данного мероприятия, имаму нашего Асхабаджи, потому что его старания в этом направлении мы все знаем, что какие усилия он приложил, чтобы это мероприятие прошло на таком высшем уровне. Конечно, все, которые сюда пришли сегодня, и взрослые, и дети, все, конечно, мы знаем, получат какой-то нимат от этого мероприятия. Я думаю, что в дальнейшем тоже у нас в селе, в нашем районе будут проходить такие богоугодные мероприятия, где мы можем встречаться, говорить о религии, и видеться, знакомиться, побольше узнавать о нашей религии. И в дальнейшем, наверное, будет еще больше народу, потому что у нас, получается, это первоначальный. У нас раньше не было такого мероприятия, такого масштаба. Иншаллах, в следующий раз будет еще больше людей. Всем спасибо и организаторам, и присутствующим. Дай Аллах здоровья, чтобы и в следующий раз, чтобы мы могли встречаться. Спасибо большое. Также хотелось бы пригласить сюда на сцену, предоставить слово директору нашей школы Зубаир Залимханович, который также поддержал инициативу проведения этого прекрасного мероприятия. Мы во дворе школы сегодня находимся, альхамдулиллах. Пожалуйста, также просим подняться сюда на сцену, вам слово. Залим Ханович, также на обслуживании, да? Вы знаете, мне вот председатель нашего села, который также поднялся сюда на сцену, но здесь-то я понимаю все немножко по-другому. Что имам, что председатель села, что директор школы, все эти люди сегодня прям с обеда стараются здесь, вот все в порядок приводят, организуют там парты, стулья, все вот так. Наверное, вот так же сейчас тоже наш уважаемый директор где-то старается. Вот он идет, бежит сюда на сцену. Давайте еще раз его поприветствуем, поаплодируем, альхамдулиллах. Ну и говорит, что мне сказать, да? Просто поздравить всех. Ассаламу алейкум рахматуллах. Пожалуйста. Ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Очень рад, что такое богоугодное мероприятие у нас в селе проходит. Дай Аллах, чтобы этих мероприятий у нас было побольше, чтобы каждым разом у нас и народа прибавлялось, соседних сел, наши сельчане. Еще раз поздравляю, спасибо за такое мероприятие. Баракаллах огромное. Вам спасибо за поддержку.
Ну что ж, прочитаем несколько салатов, иншаллах. 3-4. Ас-салату. Вассаламу. Алейка. Я хабиб Аллах. Давайте еще раз, все вместе громче. Ас-салату. Вассаламу. Алейка. Я наби Аллах. Ас-салату. Вассаламу. Алейка. Я хабиб Аллах. Машаллах, молодцы, баракалла, огромное. Детишки вообще молодцы. Сейчас одно выступление, потом вам подарки буду дарить. Хорошо? Иншаллах. Дорогие мои братья, дорогие сестры, с огромным удовольствием, с радостью, с гордостью хочу пригласить сюда на сцену ученого, богослова, председателя Совета имамов Лакского района, наш уважаемый Мухаммад Майранов. Этого человека знают не только нашей республики и далеко за ее пределами. Человек с огромным опытом, работал в различных направлениях муфтията Республики Дагестан, в различных городах, в различных районах. И он сегодня здесь вместе с нами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Давайте внимательно послушаем. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Дорогие братья, уважаемые сестры, хирасса уссурвал вассурвал, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Хичуа хич барча боллеурова, хақину сақину кунса жула байрам кунну кунса маджлис режу шаби кун. Алхамдулиллах. Qinno kharisra ukunsa jula lakral millat batlesa ukunsa majlisre salawat rukale Qur'an gukale jula din hichundullesa. Amma jula tsana zamandalisa lakral millat ро чанса din кулахунуdur. Хотелось бы сказать несколько слов напоминания, учитывая то, что здесь в основном живут жители, выходцы Лакского района, Лакских районов, Лакской нации. Мы не националисты, альхамдулилля, мы наоборот рады, что в Дагестане есть такое изобилие разных национальностей, и все мы друг друга взаимодополняем и поддерживаем. Хотелось бы сделать напоминание нашим братьям и сестрам. В свое время, когда наши уважаемые праведные предки, такие как Джамалдин Казикумухский, который являлся учителем и наставником великого имама Шамиля рахимахуллах, такие как Сайфалла Кади Башларов из Ницаугра и другие алимы, которые украшали своими знаниями, своей жизнью нашу республику, озарялись ее нуром, баракатом, было после этого очень нелегкий промежуток времени для нашей религии, и наш народ также увидел большое испытание. На сегодняшний день мы пожинаем плоды, результат того промежутка времени, когда для религии наступили тяжелые годы. Хотелось, пользуясь случаем, здесь я увидел, что написано Кубинская образовательная школа. Здесь большинство, насколько я знаю, здесь жители и уроженцы селения Куба Лакского района. Пользуясь случаем, хочу огромное баракалла сказать нашему брату Асхабу, который организовал вместе с другими имамами и председателем имамов такое мероприятие для нас и пригласил всех нас. Человек, который переживает за лакский народ больше, чем за свой народ, можно сказать, который оставил свой родной район, приехал здесь, выучил, можно сказать, он со мной всегда на лакском языке разговаривает, выучил лакский язык. И видно, как искренне человек старается для нас, для наших детей, которые здесь собрались, старается, чтобы возродилось то самое, наступило возрождение лакского народа в плане духовности, духовных, религиозных знаний, максимально старается для этого. И когда я вижу Асхаба, также вспоминаю другого нашего еще одного брата, которого вы все знаете, это наш Шейх Мурат Хаджи, человек, который живет в старом Куба, в Лакском районе, человек, который также является табасаранцем, который более 25 лет живет в Лакском районе, выучил также лакский язык и тоже для кубинцев старается. Кубинцам с двух сторон повезло, альхамдулилля, и всему, можно сказать, нашему народу за то, что такие люди и все, которые сегодня сюда пришли, уважаемые алимы, имамы разных национальностей,
выходцы разных районов, они пришли поддержать сегодня нас, наш народ, нашу нацию, показать, что они вместе с нами, показать, что дагестанский народ, он един. И несмотря на все попытки и провокации разделять нас на национальной почве или на каких-то других вещах, альхамдулилля, у этих людей, у врагов наших не получится нас разделить. И дай Аллах, чтобы вот так всегда мы, объединяясь друг друга, поддерживая, собирались вот на таких многоводных мероприятиях. Но два слова хотелось бы сказать именно о нашем народе, о лакском народе. Сегодня, если называть вещи своими именами, очень хотелось бы на таком празднике говорить только о позитивном, только о хорошем. Но есть вещи, на которые мы не можем закрыть глаза и делать вид, что мы ничего не замечаем. Сегодня очень мало мутаалимов, которых отправляют в мадраса учиться приобретать религиозные знания. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание. Всевышний Аллах Субхану Тааля в Коране во многих местах клянется и говорит, что наш ризк, который нам предписан, он у нас будет. Лично я столкнулся с этим, будучи студентом экономического факультета аграрного университета и решив перейти на заочную форму обучения и поступить в мадраса, я столкнулся со сложностями. Мои близкие, родственники задавали вопрос, кем я стану, что я буду, где я буду работать, как я буду зарабатывать и так далее, и так далее. Альхамдулилля, ни один день Всевышний Аллах не дал мне в чем-либо нуждаться. Не оставил меня без того, в чем нужно было мне на самом деле. Я поэтому хочу обратиться к каждому здесь сидящему, именно каждому из вас. Вот обращение к каждому, кто здесь сидит. Отправляйте своих детей учить духовности. Без духовности у нас миллиарды и миллионы и миллиарды, пускай у нас находятся здесь под боком, не будет хорошим человек даже с этими деньгами, если нет в нем духовности. Чтобы духовность появилась, великий Сайфуллах Ади Башларов, Кудиса Сиру, человек, который знал более 17 языков, человек, который был шейхом, духовным наставником, человек, который был алимом, человек, который был муфтием, человек, который был искусным врачом, медиком, который написал трактаты на немецких и других иностранных языках. Сегодня мировая медицина пользуется трудами этого великого человека. Так вот, наши предки никогда не разделяли культуру, язык. Сегодня очень приятно бывает наблюдать, когда очень ревностно мы говорим о своем языке, о своей культуре, о своих добрых традициях, которые поддерживают и не противоречат религии. Но вместе с этим наши предки никогда религию не отделяли от своей культуры. Религия, она была неотъемлемой частью культуры нашего народа и была в приоритете всегда. Обучению намазу детей с самого раннего возраста, обучение религиозным знаниям, чтению Корану, соответствующий вид и национальная одежда. Это все было в совокупности представляло нашу культуру. И они никогда разницу не делали, они не разделяли, это нам нужно, а это не нужно. Поэтому хотелось бы, уважаемые братья и сестры, все, кто здесь собрался, хотелось бы, чтобы все-таки наступило это долгожданное время возрождения духовности, в частности и в лакских районах. Хотелось бы, чтобы мы, альхамдулилля, в любое село, если заехать, нет людей, которые выступают сегодня против религии или недовольны бы, не согласны. Но есть небольшой пробел в плане соблюдения и изучения религии. Нам необходимо из своих семей. Есть люди взрослые. Со мной вместе учился Шаабан Хаджи, тоже выходец из Лакского района, который старше 50 лет ему было, когда он поступил в медресе, и он закончил, получил исламское образование. Вот такие люди тоже есть сегодня среди нас. Чтобы мы сами, наши дети, наши племянники, племянницы и мальчиков и девочек, чтобы мы отправляли и в мечети обучаться, приобретать знания, отправляли исламские вузы, где сегодня, альхамдулилля, в наше время лучшие условия созданы, чтобы мы могли изучать свою религию, изучать Коран и сунну пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И когда у нас будет духовность, как говорится, обучите своих детей Корану, и Коран обучит их всему остальному. Если наши дети будут хорошими мусульманами, хорошими верующими людьми, полезными для общества, Аллах Всевышний их никогда без куска хлеба не оставит. Все, что им нужно, даст, и даже больше, чем это, тоже даст Всевышний Аллах. Сегодня 8 миллиардов человек, сколько среди этих миллиардов и подлецов есть, и проходимцев есть, и вредителей нашего общества есть. Всех этих людей тоже кормит Всевышний Аллах.
Сегодня насекомых, животных, зверей, птиц, рыб тоже кормит Всевышний Аллах. Неужели наших детей, которых мы ради Аллаха отдадим изучать религию, неужели их забудет накормить Всевышний Аллах Субхану ва Тааля? Неужели их Всевышний Аллах без крова, без дома, без семьи, без денег оставит Всевышний Аллах? Никогда не оставит. Наоборот, каждый рубль, каждое имущество, которое они будут получать, будут пропитаны баракатом. Эти люди будут и на этом свете самыми счастливыми людьми, и на том свете тоже будут они намного выше степени, чем все остальные, которые были далеки от этой духовности. Поэтому пусть Всевышний Аллах, дорогие мои братья и сестры, прошу Аллаха, чтобы укрепил наш великий народ, укрепил всех нас, независимо, чтобы мы никогда не разделялись, чтобы мы укрепились на пути Корана, на пути нашей религии, и чтобы всегда мы осознавали, только следуя пути Всевышнему Аллаху, только тогда мы будем счастливы. Не следуя, отворачиваясь от пути Всевышнего Аллаха, Аллах там счастье нам не уготовил. Аллах сотворил это счастье, Аллах дает нам его в сердца, так вот Он нам указал этот путь, который ведет нас к этому счастью. Дай Аллах, чтобы мы уразумели, дай Аллах, чтобы у нас было всегда правильное понимание, правильно расставленные приоритеты этого и того света. И дай Аллах, как сегодня вот здесь собрал нас в такой приятной братской атмосфере, Всевышний Аллах, чтобы также нас всех собрал и в судный день с нашими родными и близкими на самой вершине рая Джаннатуль Фирдаус вокруг нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вы знаете, у меня такое особое отношение к Мухаммаду Майранову. Я так рядом стал, думаю, внимательно послушаю, еще о чем будет говорить, и он начал говорить на лакском языке. Чуть настроение испортилось. Я же лакский не понимаю, но впервые услышал, как Мухаммаду так красиво говорит на родном языке. Я вообще человек, который практически на всех мероприятиях, скажем так, по-дагестански раскачиваю за родной язык. Пытаюсь, чтобы наши люди, наши родители, чтобы они дома у себя со своими детишками говорили на родном языке. Но не суть. Альхамдулиллах, специально вышел вперед, внимательно послушал. И исходя из того, о чем говорил наш уважаемый Мухаммад, хочу задать два вопроса. Давайте мы сделаем так. Мы разделяем. Вот есть у нас наши сестры, есть братья. Сперва такую интересную вещь расскажу. Один имам, оказывается, в Кудикане собрал всех мужчин и сказал, вот два флажка поставил и говорит, под этим флажком собираются все мужчины, которые не боятся своих жен. А вот под этим флажком собираются все, кто боятся жен. Я не знаю, асхаб здесь такое делал или нет. Вроде не строгий у вас имам. В общем, все мужчины, он собрал всех и говорит, давай, старт. Все мужчины аккуратненько пошли, стали под флажком, который указывает, что они боятся жен. И один такой худенький, такой слабенький, особенно героизмом тоже в селе не славился, так тихо, молча пошел, говорит, стал под флажком, который указывает, что он жену не боится. И имам говорит, и ты что ли жену не боишься? Он говорит, у Аллаха боюсь. Что ж ты туда стал-то? Он говорит, не жена сказала тут стать. И обычно говорят, все будет хорошо, если делать все так, как говорит жена. Но не знаю. Но я лично считаю, все будет хорошо, если делать так, как говорит обладатель знаний. Давайте сейчас проверим, у кого круче знания. Вопросы у меня бывают вообще прям легкие, простые. Вот. Теперь смотрите, какие здесь подарки. Я не знаю, что это же не салюты, это что такое? Так, я говорю, у этих родителей же тоже дети есть, правильно? Общие нельзя, что ли? Можно же? Смотрите, детские подарки говорят, зато детям будет приятно дома. Давайте сделаем так. Вопрос такой. Есть два похожих друг на друга хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сейчас хотелось бы, чтобы вы просто ответили на вопрос. Еще раз говорю, подсказку Мухаммад дал на сцене. Первый вопрос. Всевышний Аллах, вот в благородном хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам говорит, самый лучший из людей – это какой? Самый лучший из людей. Нужно бы сейчас, чтобы вы подняли руки. Я смотрю только на наших сестер. Кто скажет? Знающий нет. Чуть по-другому нужно сказать. С иманом, с ученый. А директор школы это ученый? Ученый, конечно, ученый. Дальше.
намерение? Нет. Так, братья, те, кто рядом с алимами, я не вижу. Тоже не имам, надеюсь, соседнего села? Так шире улыбается. Сейчас, детишки, сейчас. Скажите, пожалуйста, самый лучший из людей – это благой нрав? Нет. Ай, маша Аллах. Не имам же? Давайте поаплодируем. Что значит подарки не даем? Это не просто так подарки, это очень серьезные подарки. У нас тут подарка на всем хватит. Самый полезный для людей. Теперь давайте до конца добьем. Сестры, 1-0 вы проигрываете. Самый ненавистный для Всевышнего Аллаха это какой? Самый ненавистный для Всевышнего. Дети, кто сказал сплетничает? Кто сказал? Ну, руку же нужно поднять. Я просто так подарок не даю. Самый ненавистный для Всевышнего Аллаха это какой? Хорошо, мне кому подарок дать? Давайте поаплодируем нашей сестре. Это чуть тяжелее. Так, 1-1. 1-1. И мы продолжаем. Вот человек, который сеет смуту и раздор среди общества. У нас же бывает вот всегда вот семейные вопросы часто у нас поднимаются. Еще другие моменты бывают. Ну, всякое бывает. Везде всегда. Но особенно в селах это очень часто заметно бывает, потому что мы все друг друга знаем. Вот идут здесь своим нехорошим языком, здесь начинают разговаривать, мужа с женой разводят, тут разговаривают, я не знаю, соседи между собой ссорят и так далее, и так далее. Пусть Аллах Тааля нам поможет быть полезными для общества, а не теми людьми, от которых исходит смута и раздор. Детишки, как настроение? Нормально, хорошо, альхамдулилля. Ладно, детишки, кто сейчас сможет первым подняться на сцену и прочитать маленькую суру Корана? Кто прочитает? Они не на сцену бегут, у них своя тема. Так, детишки, смотрите, я сейчас понимаю, сейчас вот один выйдет на сцену, потом их уже будет не удержать. Бисмилля рахман рахим, куль ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Все же знают. О, она первая подняла, девочка же. Ну-ка, идем сюда на сцену. Давайте ей поаплодируем. Так, что говоришь? Можно, можно. Тебя как зовут? Асия. Вот так вот, встань вот так, микрофон держи ближе. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Молодец, умница. Вот подарок тоже. Итак, мы продолжаем. Далее я хотел бы пригласить сюда на сцену, предоставить слово нашему уважаемому Тагиру Ризаудиновичу, наш бывший директор, тоже человек, который внес огромный вклад в проведение сегодняшнего нашего маджлиса, этого прекрасного вечера. Давайте поприветствуем, поаплодируем. Тагир Ризаудинович, пожалуйста, вам слово. Assalamu alaikum. Na габучайся бунагулак кумазире учинна. Цалчинва Мухаммад Майрамов элентие жучаба, например, жуча хуйса визит кутуйтуну имам аккали учун буружу. Хамбулланар кини халбуну котану цана мадара хозяйстварду дур, обелгу дукунза жулгу дур цеми унчагати камакал цаца жахил лёркуну жула шарабаллабу имам шиудуллан за халк жулба din halkından din kakkandullan din restoration çözülük kımızı mahkula kıyak karıçı. Müniyatu hanbullan erkini, hanban erkini, siban sambak karçava din duma, musun din çak beyma, zuma duhema, zuma hurça urç, jahil, adamina kamitepe, minnadu воспитательный процесс у ханевр мудинналул.
قني منن أوجينا بلي إيمان قلوا بلي أركن دا قمر قدر ليس قني بتسوت الله أخورشة تخ الله أروغن أسرق قبوشي خنوا دوشي دقة قلدان تسا إشتعن بك دوغ بورت سيمنو بك يخونسار تيورا يالا تشيكوش قاو كنا تنقشتوشة جول ميد يادركوش النار دي تي سير من لقلقي سجمل أتني مقرخ جاهل أتني مني قرا وني خرشين كونين سليق تكون سير من لوجم بريبت كون بقى كوني كرش جاهل تا كرشاتوس سيمي شرب لاغو بكون سيه أتني خرا إنسان سيمي لكوش سيمي كرشي سيمي نحلكور شجما سيمي نسلت سكسا شان خندور سودار زده وا وكونسا мероприятие تاجمل دولة بيبي خون بيكسني بوچم بلي خوي مرغ إكمرغ دين إلمور دين سموردي وقات إلس إنترنت بلاس مور دين سموردي تي بيكسني خال دولة بيكسني وكون قبي كان سيتيرن سنة منيتو واه كون سويتشر قين خون ندور أصحابنا لالكيس بارشالله نسام دله جل بلا كربو كون إنجيس إنسان مشابه نخريس سرا وقبيل جماعتين زويدة خنيرنا مكون وأصحاب النجا إمام نوشوري ماقفناش الأهل وأرجنزات دولبيكس وشكون عركس شكون دولالي مردول هرزا أرجنزات دومينين سوينن بارشالله قبيل جماعتين سوينن بارشالله أكون شروبوتوس. Спасибо большое. Баракалла огромное. Баракалла. Давайте послушаем очередной мавлид. Пожалуйста, Мухаммад. الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله تكرارها ما أحلى ما أبهاه ما أعلى تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله جمعت معنا التوحيد ودالت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله ذاكرها لا يشقى لا ينال فراقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
الله اللهم صل وسلم وبارك. Баракалла огромный, Мухаммад. Детишки, кто еще прочитает Коран? Кто Коран прочитает? Так, я просто плохо вижу. Чуть-чуть выше нужно будет руки поднять. Есть желающие? Мальчики, давай идем сюда, идем на сцену. Вот первый ряд, который руку поднимал. Или все уже передумал, да? О, он же спортсмен, оказывается. Салам алейкум. Как дела? Нормально. Тебя как зовут? Саид Фанди. Саид Афанди, хорошо. Саид Афанди, сколько тебе лет? 6. 6. Скажи, пожалуйста, кто Саид Афанди ты будешь по национальности? Даргинец, лакец, аварец, кумык. Ага. Дагестанец. Хорошо. Саид Афанди, ладно, не буду тебя смущать. Что ты нам прочитаешь? Коран прочитаешь? Что будешь читать? Ага. Давай, читай. Читай, читай. Будешь читать? Смотри, Саид Афанди. Ну, сейчас поднял. Я просто так подарок не дам. Подарок хочешь? Хочешь подарок? Сейчас, ага, скажет по-своему. Что будем делать, Саид Афанди? Коран будешь читать? Забыл? Стишок. Что будешь делать? Скажи. Не знаю. Я знаю. Отжиматься умеешь? Умеешь отжиматься? Ты же спортсмен у нас. Отжимание делать умеешь? Давай 10 раз делай. 1, 2, 3, 4. Все, красавчик, вот, все, молодец, заслужил. Такой фирменный, черный, мощный, нормально? Ай, иди, красавчик, молодец. Хорошо, детишки, Коран, кто прочитает Коран? Есть прям совсем маленькие. Кто прочитает? Ты прочитаешь? Идем сюда, а то мы, мальчики, проигрываем здесь. Стоп, опять двое бегут. О, не пойдет. Мы с мальчиками разговариваем. Ну, постой-ка тогда здесь, хорошо? Постой чуть-чуть. Нарушать нельзя. Договорились? О, салам алейкум. Тоже ушел. Уа-бабай, нашить, что ли? А ты Коран умеешь читать? Коран не умеешь, только нашид умеешь. Ну ладно, давай посмотрим. Судя по тому, как тебе будут аплодировать, дам подарок. Если вообще не будут аплодировать, не даю ничего. Договорились? Давай. كنت ميتا في بحور الغيب والإثم غريقا كنت عبدا في قيود ذنبي مملوكا رقيقا مددي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها بروبا وأشروقا كنت ميتا في بحور الغيب والإثم غريقا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مددي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها بروبا وشروقا آزت الآثام لحمي ثم عظمي والوروقا كنت في التفيد إن أجمر يبلر الدنيا طريقا أشهد سيار إن في التنيز في الطريق يا رفيق درب مهما هل لن تفوق والجماهير وصمد مسفيرا ونيقا كم كبار كان يهدى ثم أرمي المياتيق كم تفلت سجن مرة إذ أسفى ذو فثوقا كم تفلت دان قفر أريا الأرض سحيقا. Машаллах. Ну, конечно, своего лакца поддержат. Сейчас немножко я с ним пообщаюсь. Как тебя звали, извини, пожалуйста? Мухаммад. Тебе сколько лет? 9, 10. А ты за кого болеешь? За лакцев, за даргинцев, за кого болеешь? Я за весь Дагестан. Вот так вот. И пока мы будем вот так прислушиваться к наставлениям наших имамов, наших алимов, у нас все будет хорошо.
Вот это наше достойное поколение, дорогие мои братья, дорогие сестры. Молодец. За весь Дагестан. Держи, пожалуйста. Красавчик. Иди сюда, умница, красавица. Тебя как зовут? Ради. Очень приятно. Меня тоже Ахмедик зовут. Сколько тебе лет? 6. Ты что нам прочитаешь? Стих прочитаешь? Коран прочитаешь? Давай. Держи микрофон, держи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи роббил алямин. Ар-рахманир-рахим. Малик йомиддин. Ияка на'буду ва ияка настаин. Ихдина сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта ғайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Амин. Скажи, пожалуйста, это что было то, что ты прочитала? Она у мамы спросит, потом с мамой подарком тоже поделится. Умница, молодец, не стесняйся, держи. Все. Давайте еще громче поаплодируем нашим детишкам. Альхамдулилlah. И мы продолжаем. Дорогие мои братья, дорогие сестры, я хотел бы далее пригласить сюда на сцену, предоставить слово еще одному уважаемому гостю, который также почтил наше мероприятие своим присутствием, приехал издалека. Имам села Гази Кумух, наш уважаемый Мухаммад Хаджи. Просим вас подняться. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые, любимые братья, сестры, очень рад быть на вашей земле здесь. Очень рад видеть светлые, хорошие, добрые лица алимов, имамов. И как встретили, и как рады, и как сидят, тоже очень рад. Знаете, я вот хотел бы свое выступление разделить на две части. Хотел бы в первую часть включить лакский язык. Здесь много есть людей, которые лакский не понимают, поэтому во второй части мы чуть-чуть на русском тоже поговорим, иншаллах. Хираса лакра жамат. Начин وكانت دعوات من تي وعذابك كنزخ فكري بوليوسيو لكوكو فكري بوليوسيو تركوكو فكري بوليوسيو جولا لكرا الملت تناكل خنو قاقوسا كانتيبور خنو زعيب نبور سكون شرشا وملت هرتسا ملت رال بصار كيفهانو بصار مو تسهانو مو دين كيلشيمور هانو مز كيفاغو هانو زعيبنو برجولوا مو هيچ دين دلين قارشي بوكونو حكومت ليچي دو سچمال هيچ بالا لكرال ملترن بيوني دين دقا دوني دقا دايبلي وچوني مو چنانن قولسو زابور مو وامورزا مزرالزا مو غلغت ابنوا لكوي قونيمي بيكو چويمي بكو مو لكرچا خنو انورنو نيدورجار مو لكو مزرال عادت دخلق ليدور ميك إيوا دين و مز مو ملترال هنور ميني تسنية دقا خانه ديدي خيرشان غامرغو دقا شايسا دين دقا خانه ديدي خيرشان مزغو بقا شايسا مز بقا خانه بيبي خيرشان دينغور دقا شايسا مني تجمع خنو فكري بونو حساولو سنو جلبا خيرو نيسا أرچال شال لكو مزري غلغتون بحلي برجمع جلبا لكو مزري غلغ قاتي كي خمي قابيوتون فكري قابونو بيترچان جلبا باخونو هنتي برو قاليچ هنتي برو جلبا شيكو بيكو زونتابو بيكو أرس نبخ باخون هنتي برو ريمي ملت هرتان باخون هنتي برو باخون هنتي ميرو تسوكونسا ملت روجوات أنا كل تاريخ ريبو سنة سكيبا ماق هيچ عرب نيتيخا أرول تورشش النار دي شيخون بوكسا جمال عرب دين لو سنو هيچ سا ملت جول و ملت رال مودين قامول دوستار دعوير دوغو قابونو لخين دونو تسننسا عرب نخ ويچي دير خونو و قرآن و إسلام تأيلس دين دور خوا لسنو چا ولي خلق هنو و
Allah razıysa din durkunu lausa millet rujua. Mu din lausunu urturşra azarda şiney mu dinne ruşşal hiç dirkunu ne büksa millet rujua. Mu din hiç lausun bunu di hiç durhun ne bunu di. Allahu Teala nal jula hükümet ku kunnasa dostlar. Gazi kumu çel hükümet deksar. Şalak Kavkazral millet ruvici dirhun büksar. Lakral hükümet ra gazi kumu kun. Buruglay büksar. Alim tal kunimi. Bak Kavkazral kunimi biku. Alim tal biku. Mi bik buça ise büksar kumu kun. Bussa sual bulun ki kusa alim tora kun. Sibunu gut hükümet ral Davudu kurçan çokkin şamxalluk. Mu urturşa azarda şiney mukun yakane büksar jua. Mu gut sukun yakane büksaru. Dingu mazgu buhum bunuti. Buhum büksaru jua. Muniyetur Allahu Teala muksa ni'mat robulun büksar jumma. Şallusa arasatnal hükümet, personal hükümet, Turknal hükümet nihadusin dunu tsala hükümetre şadirikun dirksar lakreni habusunu. Dağıstan'da nihabusunu. Allahu Teala nal nihaşivu kadeysar düşman turen. İnsan Allah ne nihasu akkasa cumal. Juva Allah ne nih dakkasa cumal julla kukrabu. Allah nalgu gey düşman tal juva nihak musan kabeysar. Gey juma hakkam baysar. Gay cumal julla buttakal beykumbur nih dirkundur Allah ne. Allah ne nihdir kundur, İslam re ne büyükumbur, şeriat ra khullik ne büyükumbur. Mu şeriat ra khullik ne ti, İslam ra khullik ne bunuti. Allahu Teala nihdur tundur julva düşman turabun. Sanakul mazgu qabiyutunu, dingu qarirtunu. Şeyh tixumme tix şabi usaçumal, jutu ve gey yala zayusa gey gumambur jörba laqsa. Genne ektu juwa buru genne nihabuslay. Ge yala zayusa genne. Mutukunni din daqqati. Jula nittil mazre galga qati bunuti juwa. Zushal kuman galgati naura lakku khuna kussa insan. Tumma chele bur naba galgati sechumal sebay makru qan bitreshe bu. Hertsaqani hertsumal hertsaqini galgati istanaguman. Muneto muni pikribunu bachi arosmaz biku bachi lakku mazre biku. Galgatun arkinsar. Zahmatlu bu hurçangu. Kunnu bikira. Qura zuvera şinni çara lirçundussa. Qura zuvera şiney. Muş bakravu qarir tunu. Lakintisar. Salba lakintisar ti bitarçan qura zuvera şinavu lakral millet qabikantisar. Lakkuçut izanay arasmazra galgatissa mu lakkuçu aqar. Mu arasri. Lakkumas qaqulsa lakkuçu ikeysariyo. Munetu muza bakay bitan arkinsar. Muza qinnu daqtsiti zukuti ura shikku iku khumukt iku harse ukse sharaballabon iku mu hazbara namuza mu masala muksa Allah nar kichumme hambusa millet din durhunti lakkumazre galgati shariat re zane bunuti yo jwa kichumme hambusa bachira uttigu shariat la sunnucha bachira jula arsro shikuti be shikum muhammadul kunni mayranul kunni Bachira jula archu hambanu ve İslamski üniversite trabun. Jula lekkumazre galgatunnu. Jula archu aşal. Jula millet hazbannu. Allah nahlunu savudunu. Ya Allah kumagba kunu minnet bunu. Bachirchan Allah nar kumagbandissa. İnşallah. Mu minemi kivaza jumma lekran yala arkemurza durtanak. Dinvamaz. Mu khama qabitun her sakani fikri bulan bahle burumi zatir tejuba. Hakeno shikku kunu hunti khama biteza baqarmu. Munet mu bakay bitira dakniva chuncho bukkam mabaru. Khane bukur changu lahbiku lakkumazresa makhrutun arkinsa rujuba. Насчет это общем, коротко говоря, здесь было сказано на лакском языке о том, что необходимо беречь культуру, беречь язык, беречь родную речь, беречь религию. И основе сохранения нации, основе сохранения вообще общества лежит язык.
И без языка нации не существует. Мы видим, что в последнее время семимильными шагами, конечно, впереди, в авангарде исчезновения языка идет лакский народ. Но за ними потихоньку идут и другие народности Дагестана. И другим народностям тоже надо, это обращение тоже. Надо беречь свой язык. Этим языком, этот язык нам принесли наши предки. На этом языке разговаривали, мыслили великие ученые. В этих языках народов Дагестана. Если мы потеряем этот язык, скорее всего, в дальнейшем мы и религию потеряем. А религия — это самая главная вещь для спасения. Поэтому будем более осмотрительны и будем более внимательны к этому. И не забывать, и каждый день надо себе это напоминать. Насчет, вот мысль пришла мне, вы меня извините, я, наверное, каждый раз здесь не буду перед вами выступать, но то, что наболело, и необходимые вопросы я посчитал нужным перед вами высказать. Вот это вопрос, который здесь бывший директор поднял, о том, что он на лакском же сказал, что надо нашим детям давать правильное понимание религии, чтобы не в интернете, да, они получали религию, а наши алимы, имамы об этом рассказывали и говорили. Вот, коротко говоря, я хотел бы вам объяснить, вот, можно сказать, поверхностно, конечно, времени не так много, и из-за того, что здесь большинство народов, не обладающие религиозными знаниями, да, но достаточно умные и сообразительные. Мы все понимаем, суть дела можем вникнуть. Вот, знаете, вот в общих чертах я вам сейчас дам понимание, да, какой истинный путь. Вот везде в последнее время вот этот вопрос, он больше и больше нарастает. Все больше замечаний идут адрес имамов, муфтията, разных богословов, да, что они там не так делают, что-то там, кто-то что-то сказал про него, про того. И являются ли они людьми, которые идут на истинном пути. Тем более в интернете очень много якобы богословов, которые сидят за границей и говорят, что только не говорят, и наша молодежь слушает их. И говорят, что это большие ученые. Вот я хочу вам сказать одну вещь. Вот для нас что самое главное? Для нас спастись в этом мире и в следующем. Все согласны. Так как эта жизнь, она короткая, очень короткая, мы должны думать о спасении вечности. А что нас спасет в вечности? Довольство и любовь Аллаха даже. А в чем довольство и любовь Аллаха? Довольство и любовь и Аллаха в истине, которую Он не спосылал через пророков. Вот последнее пророчество от пророка Мухаммада, алейхиссалату. Вот это самый истинный путь. И теперь в наше время так получается, что есть очень много ответвлений, которые дурят мозги нашим национальностям в Дагестане, не только в Дагестане. Вот какой путь выбрать? Что приходит на ум адекватному человеку? Выбрать путь, который говорил пророк, алейхиссалату. Что говорил пророк? Как жил пророк? Что повелевал пророк? Делал он кому-то зло? Никогда. Проклинал кого-нибудь? Никогда. Призывал кого-то убить? Никогда. Питывал ненависть кому-то? Никогда. Зависть? Никогда. То есть ничего абсолютно плохого у него не было. Элементарно каждый может взять жизнь пророка Мухаммада, алейхиссалату, и прочитать. То есть абсолютное добро. Зло делали, обратно добром отвечал. Смирение, прощение. Вот все то, что мы читаем в биографиях великих ученых, таких как Сайфулла Кади, Джамудин Газигумукский, Хасан Афанди, таких как Саид Афанди, Аль-Чиркави. Вот 11 лет назад как раз дата трагическая, когда взорвали его. Человек всю жизнь проповедовал добро. Вот на основе того, что пророк говорил. Вот всю жизнь никого не проклинал, никому плохого не говорил. Говорил, любите друг друга, прощайте друг друга. Беря пример от пророка Мухаммада, алейхиссалату. Тоже нынешний муфти. Но это же надо быть либо абсолютно слепым, либо невежественным, либо внутри у человека должны быть какие-то очень ужасающие качества, чтобы не видеть очевидные вещи. Интересно, да?
Вот пророк, жизнь пророка. И сообразно жизни пророка живут люди. Наши алимы, которые представляют муфтия. Тот же муфти, те же шейхи. Те, которые от нас ушли и которые живут. Точь-точь, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, так и действует. Их обвиняют то, что они не следуют чему-то. А есть люди, которые говорят, мы на истине, проклинают, ругают, призывают убивать, не щадить. И какая-то часть молодежи уверена, что они на истине. Либо мир сошел с ума, либо тупость не знает границ. Вы меня извините, конечно, но мы, дагестанцы, очень образованные люди, умные люди, все дагестанцы. Почему у нас гены такие? Гены алимов, шахидов, великих исламских богословов. Мы все, у каждого есть эта генетика. Но когда вот такие вещи видишь, и когда большинство молодежи идет не туда, абсолютно по пути шайтана, мы должны уже задуматься. Вот это я не привожу аяты Корана, хадисы пророка не привожу. Элементарно откройте жизнеописание пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и потом посмотрите, кто на него похож. Исследуйте, и все. Поэтому вот правильный путь. Правильный путь, по которому пророк завещал нам. Это всеобщая любовь, всеобщая милость. И поэтому, братья и сестры, нам надо спасать самих себя. Не надо обращать внимание, что кто-то что-то сказал, где-то кто-то что-то сказал, кто-то обладает силой, кто-то мощью. Мы одни войдем в могилу, спрошены тоже одни будем, перед Всевышним Аллахом судный день тоже одни будем стоять, и в рай или в ад тоже одни войдем. Ни двое, ни трое, одни. Поэтому надо беспристрастно подходить к вещи, обдумывать и просить Аллаха, чтобы наставил на путь истины. И самое главное, здесь большинство людей, которые не молодые, наша задача заключается в том, что в воспитательной мере очень сильно, очень внутри, если надо поругать, поругать, если надо дать наставление дать нашим сыновьям, внукам, чтобы они не заблудились. Ладно, здесь сегодня умерли, завтра нету. Вечность можете потерять. Наши потомки, дети, внуки могут вечность потерять, навечно в аду оказаться. Вот в чем беда. Вот почему наши души, наши сердца ваших имамов, всех имамов, которые представляют, да, на данный момент муфтият, они, и там плохо. Мы переживаем за это. Потому что вы наши братья, мы вас любим. Сестры, братья. Ради Аллаха, конечно же. Независимо от нации. Наш Дагестан всегда был единым, всегда был сильным, благодаря тому, что каждая нация любила друг друга ради Аллаха. И мы ни на кого не похожая республика. Иншаллах, пусть Аллах сделает и дальше нашу землю благосклонной, пусть даст баракат в наших семьях. И пусть то, что мы искренне делаем, Всевышний примет и наставит на путь истины. На тот путь истины, которым доволен Всевышний Аллах. И пусть Всевышний Аллах сделает нас, те, кто здесь сюда пришли, нас всех, наших родных, близких, теми, кто вместе с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, войдет в вечные сады рая. Аминь. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Баракаллах огромное, уважаемый Мухаммад. Вы знаете, дорогие мои братья, дорогие сестры, говоря простыми словами, дополнение того, о чем говорил наш уважаемый Мухаммад, когда раб, братья, сестры, мы делаем таубу, мы каемся за свои грехи, вот сатана, шайтан, говорит, она начинает рыдать, с ума сходить, кричать, орать. Вот прям вот такое же состояние у всех врагов ислама, когда они видят ту работу, которая проводится муфтиятом Республики Дагестан. И на сегодняшний день почему вот так говорят? Потому что нет аналога подобной деятельности, что проводит муфтият Республики Дагестан. И чем круче и выше будет эта работа, еще больше мы будем слышать этих людей, которые будут
рыдать, кричать, с ума сходить. Но мы с ними ничего делать не можем. Задача то, что нам наши алимы говорят, чтобы мы не были среди тех людей, которые с ума сходят. Чтобы мы были в авангарде, вот рядом, вместе, двигались в лучшую сторону во благо наших детей, нашей Родины, поддерживая друг друга. И также хочу сказать, дорогие мои братья, дорогие сестры, все, что делает муфтият Республики Дагестан, наши имамы, наши алимы, абсолютно нет какой-либо цели, кроме нашего спокойствия, легкой, счастливой жизни в этом мире и мире вечном. Другого быть просто невозможно. Это есть основа нашей религии, к чему нас призывал наш пророк, алейхиссалату вассалям, и следуя призыву пророка, к чему призывают нас наши имамы, наши алимы. И, дорогие мои братья, дорогие сестры, сегодня вот Мухаммад сказал, то, что вот директор тоже говорил, я как руководитель медиа-холдинг хочу также обратиться. Когда мы на сегодняшний день снимаем себя с телефона, говорим, мы можем 5 секунд поменять ваш голос. Мы можем 5 секунд сделать видео, то, что сестра или брат вот так сняла себя, выложила в интернет, мы можем вместо вашего лица поставить другое лицо и сделать все, что мы захотим. Мы можем вас выдать так, что вы сами в шоке будете. Понимаете? Нельзя верить всему тому, что вы видите в интернете. А эти люди зарубежными деньгами, сидя за рубежом, говорят здесь, как нам вести себя в Дагестане. Мы тут сами справимся. Спасибо вам большое. Я думаю, дальше говорить не нужно. То, что я, как ведущий сегодняшнего маджлиса, призываю искренне, любя каждого из вас, чтобы вы собирались вокруг имамов, чтобы вы дружили с имамами, чтобы вы следовали тому, к чему говорит имам. Вот тогда все будет хорошо, иншаллах рахман. Дорогие мои братья, дорогие сестры, давайте сейчас мы все вместе дружно встанем. И вы знаете, вот сегодня дата, когда не стало нашего досточтимого шейха Саида Афанди, он всегда вот отмечал и говорил, вот мы часто попадали на мавлид дома у нашего устаза шейха, и какой бы маленький мавлид мы ни делали, без всякого сомнения, в нем, говорят, принимает участие сам от Раухани пророка, алейхиссалату вассалям, с надеждой на милость Всевышнего Аллаха, с надеждой на то, что сам пророк, алейхиссалату вассалям, вместе с нами сегодня здесь. Давайте станем, проявляя уважение к пророку, мир ему и благословение, исполним следующий мавлид мархаба, приветствие любимому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
مرحبا يا خير داع. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شوق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللهم صل وسلم وبارك عليه. Машаллах. Баракалла огромное. Баракалла. Ну что ж, мы продолжаем, дорогие мои братья, дорогие сестры. Надеюсь, не устали, настроение все хорошее, все хорошо, альхамдулилля. Правильно же? Вы же не забыли, что сегодня в рамках этого вечера кто-то из нас полетит куда? На умра, на святые земли, по которым ходил наш славный и любимый пророк, алейхиссалату вассалям. Давайте поаплодируем тем людям, которые взяли на себя эту путевку. В рамках этого вечера решили порадовать кого-то из нас. Альхамдулилля, что есть у нас такие братья, такие сестры. Нас еще ждет плов, еще чай. И самое главное, мы сегодня вместе сделаем хорошее дуа за всех братьев и сестер, иншаллах рахман. Хочу пригласить сюда на сцену еще одного ученого, богослова, алима, представителя лакского народа, наш уважаемый Мансур Хаджи. Просим вас подняться сюда, к нам на сцену, председатель Совета имамов Новолакского района. Давайте поприветствуем и предоставим ему слово. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля баракатуху. خلاص جماعت السروال قبلنا الجماعت وقمال برشبان جورنا زواهقين مجلس رشال وأكون جل ملت بوتون دين إسلام رأي بوسين دين إسلام رأي قلبان لخين منيو أعمال بوان قماسا ما قمي قلوغون تزوير مقتل شنالماق خورديت إسا كنبي أكسر جلا بطا خلو چينو جلا بخورا Uti insan va dünyalin la'qunu muqaq ga uri va dünyali tarqanşıyoruq va ta'lih raxlugulay juwa çinaw vikhru xamuni utsençe juwagu mukummasa insan talburu amma jumma buçin insannal ta'lih biko tarqanşiyudiko ganaşa laqqin qakhunisari taksa din islam rodaqqa Ga din İslam gu qakulno motsala talih rakhwa tarqan shuru khulugules jumal ga aheser mukunsa qashay shurtu chinno ga da khunshivo husud shivo ve minner tswa laqsarat isa shalma khirtaun lamam shivon ve mi mukunsa insan turo insanna u kunu ganan dan qaliq sazaruntaun ahlani kesari munieto mi mukunsa azarunyon mukunsa qashir shatan qahan shurul Allahu Teala'na juwa lakhem bunu muqaq Allahu Teala'na dirkhusar wa dünyaligu nizam juwa yaqanan erkin sakot juwa yaqane julwa naslu tsukun terbiye bulan erkin sarev munetu juwa erkin sar din islamlar kunu din islamre amel bunu julwa naslugu mukun terbiye ban erkin sari juwa
ва дуньяли ва фанаса дуньял дури хақину дуса хунти даққаса дуньял дури ваню баққахуну қахан шуружва. Аллаху Та'аланал ури Qur'anal uti ma'na na zuyatuwa zuchan ilchinu hamboti insantal hammi migu idostal khane buri mukhumma hanbo genachan luttirdu tiuri zu haqsa khulli terbiye ban shurul zun haqsa khullu kakkaman shurul zu qabaqin shuru tiuri wa dunyalli juwa khuz qin shuru khlugle juwa wa dunyallu talih rakhlugle juwa buru baqle juwa buru insantal jumma chelebul situlle buri shalma khirta khun turkli khun bahnu buri gagut siwan gadin islam qaqulnu tire gadin islam gana qaqliun dakliun qadur khun tire juwa haqinu harachat bulle buru wa dunyalli ga insannal mukun sa fikri bikes ga hun tisa qinilu fikri bikes sare ga hun tisa qinilu fikri haqinu banar kin sa juwa mogu lar qunu ma khunne durqosa khun shu daqare مو خص خنشو دقاري مو جلو النسل جلو الواتو ناس نسلو دين إسلام رو تربية باوري جاي حقنا جوا تربية بو سكوتسو جاي هون تيجي خبر جن نساري جاي جو خو حرمت بن نسا جلو الله بي بزن نساري جلو التوقع خلن نساري منيتو جوا حرشت بن أركين ساري جشرة دان قار خصزاد جوا تربية بن قوخص جلو نتيبوتشا قوخني جوا إسلام رو din İslam'ı bulsun dühin nereye uçinu da terbiye ban jua jula nasıl terbiye ban erkin sari sen çirçe ve jula bakıracağım buçam murdi hakkını şey saksa hareket bulle buri vakına o jula alim talbiko vemi din İslam'da hortun din İslam'da çindülese insan tura hareket bulle buri jula huntisa qini rahatsa parakatsa nehusa dikan şioro munetu çati yura Allah Teala nah جكونا توفيق دلنا وتيورا ويجول الوات ناس نسلو دهين نري دين إسلام ري تربية بنو وينايت قنيسة قن عالم تا قن ويرتل خنو أدور كسا خليسا نسلو بزنا وتيورا جلا إن شاء الله الله نام كونزا توفيق دلنا واحد نوسا مجلسكو واسهو بنو وجماعة ري بقصة شلاغو جلا ملة ري شلاغو داغستاني الله تعالى نال برچتنو تعليهرنسا كنو رحمت اميره سكنوتي الله تعالى نحجاتي ورا اصحابونغو قماسا برچلا uchun چورا و قينو دكنيختونو داودولله سعورچوري ونومورچ اليبوري جمما و جلا محمدول اوكساكوتسوي و çil milletral insan jucena okun julwa mazgulo okunu julna din nelebusle uri jumma qaleq sari julla mazran julla maz qabitan ganil chulukhne ghalat shudan sukuncho jumma qaleq sari munetu julla mazgulo okun julla mazguni julla nasulullah kim bunno maz mu tarixral khulluri tarixren khulluka kamullesa zatri maz haqinu maz yebar chajwa ga mazre için junna tarixren burugunu buttal vilayet kakkanisari buttal vilayetren burugunu ge sukun yakane bükseri ge sukun terbiye kane bükseri din İslam rav ganinu jumma buchinisa jua tsabusariu jula hanu chubusariu jula aslu chubusariu jua tsabusariu kulkunu ganinu jua yakunisariu inşallah Allah'ın tevfik dolunnav qumasa barchallah uchun chera jula ashabum biko jamaat ham biko va председатель Совета имамов Ури Жула Бабоюртовский район Мухаммад Расулон. Канангу хумаса барчала очень чера укун чару ацори вемиз мажлис русаким буллей. Салтигу Аллахнал барчет бишиннау дакру нурдарун циннау шарететин бокса нертиртен бияннау вежула наслуету ниъмат какканнау харишу какканнау буллухшу алдан шудулуннау. Хумаса барчаллах вальхамдулиллахи раббил аламин. Машаллах. Баракалла огромное, баракалла, уважаемый Мансур. Я, конечно, на лакском только хачи знаю. Нормально, да? Ладно, шутки шутками. Дорогие мои братья, дорогие сестры, я, знаете, один раз приехал на заправку. На заправке обычно у нас, вот в моем детстве, было модно, пистолет держали и за это деньги давали. Сейчас, видимо, на всех заправках уже там все схвачено. Сейчас детишки прибегают, сразу говорят, давайте мы вам колеса почерним. У кого на машине, они все знают, это очень модно сейчас там черными колесами и так далее.
В общем, приехал на заправку, бежит такой маленький ребенок и говорит, давай я колеса. Я говорю, сразу, я уже сразу на свою тему переключаюсь. Говорю, кто по национальности? Он говорит, кумык. Я говорю, скажи на кумыкском, мама, я тебя люблю. Как вы думаете? 0. Я почему это говорю? Вот мы, когда выезжаем за пределы нашей республики, организовывая различные мероприятия, откуда это все пошло, я вам объясняю. Автоматом просто. Мы, организовывая различные мероприятия для выходцев нашей республики, в различных регионах нашей страны, на сцену поднимали детишек, но опять-таки, понимаете, их спрашивать про иман, ислам, это вообще говорить с ним ни о чем, у них понятия даже нет. Но мы начали задавать им вот эти элементарные вопросы, чтобы они на родном языке сказали «Мама, я тебя люблю». Сейчас именем Всевышнего клясться зачем, я думаю, не стоит, но мы еще ни одного ребенка не нашли. И это было в Дагестане, когда я заправлялся. Я тому говорю, я буду заправлять газ. У тебя телефон есть? Ему стало стыдно признаться передо мной, что у него в руках фонарик. Я говорю, ничего страшного, звонить же можно, да. Я говорю, пока газ заправляется, это долго, ну-ка иди садись. Сколько твоя услуга стоит? Он говорит, сколько дашь? Я говорю, 100 рублей нормально? Да. Я говорю, 100 рублей я тебе дам, иди позвони маме, пусть она тебя научит сказать на кумыкском, мама, я тебя люблю. Пока я заправился, я тоже сел рядом, мама его учила. По громкой связи, по телефону, я сидел рядом. Я даже научился уже сказать. Она амин сени суемин. Вот я внимательно слушал, я ни грамм не понимал, но я слушал вашего имама Мансура. Ваш прекрасный язык. Это же наше родное. Мухаммад об этом говорил, Мухаммад Майранов об этом говорил, все об этом говорят. Разницы нет. То, что мы сегодня здесь говорили, мы национальный вопрос не поднимаем. В Дагестане, когда про национальность говорят, что так косо смотрят. Я говорю, все нормально. Разницы нет. Что даргинец, что лакиц, что аварец, что кумык. Нам вот свое, чтобы мы не потеряли. Пусть наши дети знают свой родной язык. А в Дагестане религия, ислам, это все откуда пришло? Имамы же нам рассказали. Это забывать нельзя. Это наши ценности. Любовь к родине от веры, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Вот эту тарелочку кто мне принесет? Асхаб имам. Кто, ребят, вот где номерки у нас? Давайте порадуем, в конце концов. Вытащим этот номерок. Принесите, пожалуйста. Давайте поаплодируем еще раз всем организаторам, всем тем людям. Так, это, я как понимаю, моего номерка здесь нету даже. Здесь это Львовский 2 и 3. Самые крутые, короче говоря. Львовский 2, Львовский 3. Смотрите, здесь номерков очень мало. Вообще вам повезло. Вы должны еще раз поаплодировать человеку, который организовал вам эту путевку. Потому что у нас обычно как бывает? Минимум там 1000 человек, 3000 человек. И среди этой толпы народа, да, разыгрывают путевку на Малый хадж. А здесь получается горстка такая, да, совсем маленькая. Этот боец вытаскивать будет? Вот этот боец будет, да, вытаскивать? Посмотрим, будет он вытаскивать или нет. Можно вас попросить сюда подняться на сцену? Ассаламу алейкум. Так, я смотрю по футболке настоящий лакиц, да? Точно? Алакский знаешь? Если ты, дорогой, не скажешь на алакском «мама, я тебя люблю», ты спускаешься. Сможешь? А Ислам Ахачев-то умеет. Умеет. Спускайся, дорогой. Давайте его так просто не будем опускать. Давайте еще раз поаплодируем. Тебя как зовут? Шамиль. Шамиль, смотри. Давай договоримся, Шамиль. Ты сейчас вытаскиваешь бумажку. Потом уже, когда спускаешься, твое домашнее задание научиться сказать на лакском «мама, я тебя люблю». Слово даешь? Точно? Дай. Ассаламу алейкум. Сейчас, дорогие мои братья, сестры, жители Львовский 2 и 3, среди вас мы будем разыгрывать, вот слово розыгрыш тоже не нравится, жеребьевка. Вот то же самое, дубликат этих номерков, которые сейчас вот здесь в тарелочке, у каждого из вас есть на руках. В общем, тот и полетит на святые земли. Бисмилляхи рахмани рахим, вытащи один. Все, вытащил? Открой тогда. Так, крутой номер, да? Да. А номер хотя бы сможешь на алакском сказать?
Прям вообще не лакит, что ли? Хорошо. Шуго. Номер, покажи всем. Номер 5. У кого номер 5? Так. Я извиняюсь, директор школы, что ли? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Так, нужно будет доказательство предъявить. Номер 5. Вот она, есть. Вот второй номерок. Подними тоже, пожалуйста, Шамиль. Вот. Давайте еще раз поаплодируем нашим победителям. Шамиль, спускайся, дорогой. Отец, вас как зовут? Так, Равани, вы были на святых землях? Ни разу не были. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Я, во-первых, хочу поблагодарить за сегодняшний вечер всех организаторов, участников, во главе с нашим имамом, асхабом. Всем спасибо, что такой вечер организовали у нас. Надеемся, в дальнейшем тоже будут вот такие встречи вечера. Да. И еще, во-вторых, очень я благодарен нашему спонсору Адула, что организовал такую хадж на малый хадж на умру. И мне очень повезло, что выпал вот этот счастливый билет. Спасибо всем. Поздравляем вас, поздравляем. Ладно, не будем слушать. Поздравляем. Иншаллах Рахман полетит на святые земли Мекки и Медины, будет делать дуа за нас всех. И иншаллах вместе будем провожать, вместе будем встречать. Но обмывать-то он должен. Когда он прилетит, он такой же маулид организует для всех. Даже. Давайте поаплодируем еще раз. Рабани, поздравляем вас, поздравляем. Дорогие мои братья, дорогие сестры, это еще не все. Мы продолжаем. Я хочу пригласить сюда на сцену человека, который без капли преувеличения очень сильно любит вас, уважает вас. Человек, который ни капельки не меньше вас переживал за сегодняшний маджлис, за это мероприятие. Он приезжал сюда вчера, был здесь, смотрел, наблюдал, очень сильно старался, всячески принимал активное участие, чтобы все прошло на достаточно высоком уровне. Председатель Совета имамов Бабаюртовского района. Давайте поприветствуем Мухаммад Расул Магомедов. Пожалуйста, вам слово. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Уважаемые братья, сестры, имамы, гости, приезжие, я вас всех искренне поздравляю таким баракатным, хорошим маджлисом, мероприятием, где смываются тысячи грехи, где Всевышний Аллах нам прощает грехи, укрепляет братство, единство, где мы получаем знания. И этот маджлис мы смело можем сказать, вот сегодня, который провели здесь, станет причиной для того, чтобы у нас было чуть-чуть знаний, что добавится, и чуть-чуть друг другу уважение и братство, и единство, что у нас добавится. Муфтият Республики Дагестан подобные мероприятия проводит в разных селах, разных районах, городах. Вот предыдущие наши братья, которые говорили, что муфтият, который проводит направление, учат детей, открывают медресе, делают благотворительные акции, потом делают вот Ассалам газета и так далее. Вот все вот эти направления, все пункты, эти те направления, которые были во времена пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И вот взято из сунны пророка саллаллаху алейхи вассалям, помогать бедным, распространять религию, учить детей и так далее. И я долго утомлять вас не буду.
Я хочу попросить, вот здесь есть лакские, вот село у нас 3-й лёск, 4-й, потом 5-й. У нас очень прекрасные, красивые мечети. Вот в 4-м, 5-м, вот недавно открыли тоже. Вот хочу попросить всех братьев и сестер, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, чтобы кто бы нам ни говорил, чтобы мы намаз не оставляли. Вот человек может работать в любой сфере, в любом направлении, не имея значения, где он работает, чем он занимается, чтобы мы намаз не оставляли. И те братья и сестры, которые делают намаз, которые уже давно понимают важность намаза, чтобы они учили других, своих родных, своих братьев, своих сестер, которые проживают вот рядом, которые проживают в этом селе. Ведь намаз, мы же знаем, это первое, вот Всевышний Аллах с человека, который делает отчет в судный день. Если у нас мы намаз все как положено сможем вот как бы сдать отчет, если у нас с намазом все хорошо, остальные деяния, несмотря на все, Аллах Та'ала нам прощает грехи и принимает Всевышний Аллах. Поэтому вот хочу попросить, вот рядом, которые, вот мы часто приезжаем эти мечети, у нас, к большому сожалению, эти мечети пустуют. Это и есть вот намаз, не имеет значения, где мы работаем, связь с Всевышним Аллахом. Это прямая связь с Всевышним Аллахом. Человек, который делает намаз, у него бывает баракат в семье, у него бывает баракат работы, у него бывает баракат, вот дети бывают и так далее. Вот человек, который делает намаз, Аллах Та'ала его защищает от плохих, от грехов и так далее. Вот в Коране Аллах говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, инна салата танха анил мункари валь фахшай. Анил фахшай валь мункари. То есть Всевышний Аллах защищает тех людей, которые совершают намаз, от грехов. Поэтому искренне нужно совершать намаз. И когда мы замечаем, что пятничный намаз мы ходим в мечеть, наш двоюродный брат или родной брат или родственник не делает намаз, нам нужно вот постараться довести до него, научить его делать намаз. Пусть Аллах поможет нам всем, пусть Аллах простит грехи. И этот маджлис мероприятие сделает для того, чтобы мы еще на один шаг вперед пошли, чтобы мы начали изучать религию Всевышнего Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Баракаллаху вам огромное, уважаемый Мухаммад Расул, за ваше внимание, за все то, что вы делаете для наших сел. Вообще Бабаюртовский район — это получается огромный район, можно сказать, еще один Дагестан внутри Дагестана. И очень сложно обхватить все районы, все села этого района, но несмотря ни на что, наши имамы, они стараются, они уделяют внимание каждому, благотворительность, газета «Ассалам», потом отдел просвещения, мужское направление, женское направление, различные мероприятия, спортивные мероприятия. Это все делают наши имамы, чтобы наши детишки вот так улыбались и радовались. Давайте еще раз поаплодируем нашим имамам. И предлагаю прочитать еще раз несколько салатов пророку, алейхиссалату вассалям. Давайте, это у нас уже конец, сделаем это еще громче, вместе, дружно, красиво от души, иншаллах. 3-4. Ассалату вассаламу алейка я Расул Аллах. Ассалату вассаламу алейка я Наби Аллах. Ассалату вассаламу алейка я Хабиб Аллах. Машаллах. Итак, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю на сцену нашего любимого и уважаемого имама Асхаб Магомедов. Давайте поприветствуем человека, который организовал этот сегодняшний маджлис, это мероприятие, переживал за всех и за все.
и подведем итоги сегодняшнего вечера. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Пожалуйста. Только на лакском не надо. А то я был готов на лакском слушать. А'уду биллах, бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма бад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вообще прекрасное мероприятие сегодня получилось. Я, когда сидел, подбирал слова, фантастическое мероприятие. Даже вот комары были здесь в начале мероприятия, сейчас их даже нету. Вот. Такой вообще погода, такая умиротворенность, вы сами тоже чувствуете. Я анализировал это все, и это вижу как милостью от Аллаха. Вот более взрослые люди, уже 50-60, которые лет прожили люди, вот они жизнью убеждены бывают, вот все ни'маты, которые человек встречает, вот у нас, который есть, вот здоровье пусть будет, и вот это мероприятие, в первую очередь, сегодня то, что это все от Аллаха. И вот я хотел вам самое вот попросить один момент, вот говорится, что один из самых лучших видов проявления шукру, это чтобы, один из видов, альхам читать. Вот, я вас попросил бы, у кого получится, по завершению маджлиса, чтобы вы почитали, если получается 100, не получится 3, 7, 10 раз вот так. С намерением, как шукр, это в первую очередь. Я тоже воздаю хвала Аллаху за это. В вторую очередь хочется поблагодарить весь женский полк, сегодня, которые вот старались. Просто это такой процесс сегодня, то, что здесь творилось. Вчера узнали, что будет такой масштаб. За один день это просто низкий поклон. Кому сокону харачадзу. Амин. Потом также председателю, директору, машалла, это как пальцы на одной руке, как один организм, вот это сутки, 1,5-2, вот сколько готовимся, вот это очень было приятно. Я Аллах, чтобы все желания, мечты, вот Аллах все, чтобы дал. Вот все, которые принимали участие, они просто на рахате, чтобы жили. Потом, по поводу того, что наши алимы рассказали, и что хотелось бы добавить, вот может такая мысль промелькнуть в голове, много чего рассказали, ничего делать даже не получится. Вот. Я вам признаюсь, вот даже вместе с тем, что мы учились, все делать у меня даже не получается. Но что мы должны? Мы стараться обязаны. По чуть-чуть. Главное, чтобы не расслабляться, но стараться должны. Потому что нынешнее, видите, все, что в мире происходит, она показывает, что, оказывается, старость не условие, чтобы мы на тот свет переходили. Но пока мы живем, мы должны стараться. Тем более, когда очень хорошо логически, Казикумовский имам логически тоже доказал. Пусть Аллах примет вот наш сегодняшний этот. Дай Аллах, чтобы розыгрыш на умра ежегодным, чтобы был. Амин. И председатель попросил, чтобы предупредить, если хорошо мы готовились, на всех хватает, а без праздничного плова никто не расходитесь. На всех хватит вот так. Кому соконов? Машаллах. Баракалла огромное, баракалла. Ну что ж, дорогие мои братья, дорогие сестры, я думаю, уже все и все сказали. Я смотрел на время, получается, мы 2 часа и почти 10 минут длился наш маджлис. И вот как будто 5 минут посидели. Искренне от души. Все эти выступления, наши имамы, наши алимы, от всего джамата, еще раз огромное вам баракалла за то, что приехали в такую даль, за то, что посидели вместе с нами сегодня здесь, за ваши ценные советы и наставления. Конечно же, выражаем также огромную благодарность всем братьям и сестрам, которые пришли также. Без вас бы это все не было бы вот так красиво, не прошло бы все. Всем организаторам, всем директорам школ, председателям, абсолютно всем. Всем тем людям, которые организовали звук, свет, сцену, всем огромное баракалла. А сейчас у нас, поскольку вечер дуа, мы знаем, Всевышний Аллах говорит, вы просите, я непременно отвечу, с надеждой на милость Всевышнего Аллаха, с надеждой на то, что сегодняшний наш маджлис будет особенным, баракатным, принятым маджлисом. Давайте сейчас искренне оставим
вот все, что нас заботит, все, что нас беспокоит, будем держать перед собой руки и сделаем хорошее дуа за наших детей, за родителей, за всех братьев и сестер, кто болеет, у кого свои личные переживания, заботы. Особенно за наших ребят в СВО. Муфтият Республики Дагестан с первых дней во все значимые богослужения молится за благополучие наших ребят, чтобы поскорее живые, здоровые вернулись домой своим родным и близким. Давайте сегодня тоже сделаем дуа. Не забудем и тех, которые пострадали в результате взрыва в городе Махачкала. За всех сделаем дуа, иншаллах рахман. И особенно за наших братьев, сестер, за тех людей, которые взяли на себя вот путевку. Кто плов, чай организовали, кто финансово, кто добрым словом хотя бы поддержал инициативу проведения этого баракатного маджлиса. Иншаллах рахман, баракат мы еще увидим тоже. Сейчас, уважаемые имамы, кто сделает дуа, пожалуйста, давайте мы все скажем амин. Аллахума амин. Амин. Аллахума амин. Аллахума амин. فاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Дорогие мои братья, дорогие сестры, я сегодня ведущий, и хочу этого или нет, мне приходится много говорить. Когда много говорим, ошибок получается много. Если что не так, особенно имамы, алимы, вы меня простите. Если вдруг вспомните, скажите, что хороший был ведущий. Договорились? Всем дуадул аманат, всей доброй ночи. Искренне люблю лакский народ. Очень было приятно находиться вместе с нами сегодня здесь. Всем баракаллах, всем доброй ночи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые родители, вы можете своих детишек поднять на сцену, фотографироваться на память. Да и любой желающий можете подняться.